На фабрике номер 14 Айхальского ГОКа внедрили в производство целый комплекс современного оборудования для обогащения руды. С увеличением объемов алмазодобычи на трубке «Юбилейная» возникла необходимость модернизации технологической схемы. В чем эффективность нового проекта, выясняла Оксана Мезенцева. Тяжело-средная сепарация – непонятное слово для обычного обывателя. Но обогатители знают, именно обогащение в тяжелых средах – наиболее простой в применении процесс. Внедренная в производство тяжелосредная установка, которая позволит увеличить извлечение алмазов, представлена большим количеством технологического оборудования. Сегодня на полной мощности работают грохота, магнитные сепараторы, насосные агрегаты, ленточные питатели и гидроциклоны, где и происходит обогащение руды. Чтобы увидеть всю технологическую цепочку и оценить масштабность нового проекта, мы посетили разные переделы обогатительного предприятия. А в целом установка смонтирована на участке обогащения. Большой комплекс современного оборудования позволит обогащать руду различных промышленных типов. Извлечение данного процесса составляет 99, достигает 100%. Это в сравнении с существующей схемой фабрики, где обогащение происходило на отсадочных машинах, гравитационный метод обогащения. Там извлечение порядка 80%. То есть при внедрении данного проекта у нас ожидается прирост алмазной продукции. Чтобы внедрить в производство такое большое количество единиц технологического оборудования, понадобилось время. Все работы по монтажу, начиная с подготовительных и заканчивая устранением выявленных недоработок в период пуска наладки, проводились подрядной организацией «Алмазтехмонтаж». В работе по внедрению установки были задействованы и другие организации. Это «Алмаз-автоматика», «Алмаз-электромонтаж», фирма «Веста». Несомненно, монтаж комплекса оборудования велся и под строгим контролем поставщика оборудования и сотрудников 14-й. Оборудование все импортное, в основном производство Южноафриканской республики. Это грохота фирмы Вибромех, магнитные сепараторы Малверн. Аналогичное оборудование уже установлено на фабрике номер 3 Мирнинского ГОКа и фабрике номер 8 Айхальского комбината. Работа по внедрению установки ведется в данный момент и на фабрике номер 12 Удачнинского ГОКа. На 14-й установка в эксплуатацию уже около месяца. Серьезных сбоев не наблюдалось. А проведенные предварительные испытания показали, извлечение алмазов составляет 100%. Внедрение в производство современного оборудования требует время. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фабрике номер 14 отмечается рост добычи ювелирных алмазов весом свыше 50 карат. Это связано с большим вовлечением в отработку центрального рудного столба трубки «Юбилейная», характеризующегося повышенным содержанием крупных кристаллов алмазов. Оксана Мезенцева, Александр Домонтович, телерадиокомпания «Алмазный край».